На Донбассе, вопреки, может, чьим-то ожиданиям, может быть, декларациям просто, вопреки, никакого мирного процесса не происходит. Более того, мы наблюдаем такую ситуацию, что в российских СМИ все чаще говорят, что Зеленский это такой же Порошенко, только новый. Отдают приказ стрелять, каждый день обстрелы. И мы понимаем, что это не какие-то там шахтеры и трактористы пуляют в нашу сторону что-то. Да? Там все под приказом. Если говорят стрелять, тем более в районе где-то, где вот планировалось возведение, наверное, это приказ все-таки из Москвы. Да? Вот чего, если предположить, что вот я сейчас прав, и они таким образом бомбят вот инициативу Зеленского о встрече в нормандском формате, чего добивается, чего хочет добиться Путин, Россия от Украины, каких уступок предварительных, и, наверное, не зря они встречаются тоже с Меркель и с Макроном, они что-то пытаются от нас получить, куда-то нас сдвинуть. Вот что? В переговорах любых ты всегда хочешь, чтобы твой партнер вошел в эти переговоры в наиболее ослабленной позиции, чтобы у тебя было больше шансов и возможностей укрепить свои позиции. Поэтому, несомненно, та возня, которую мы видим вокруг нормандского формата со стороны России, это попытка ослабить Украину, создать еще больше проблем президенту Зеленскому перед тем, как они соберутся в нормандском формате. Вот вокруг этого сейчас все и крутится. Получится ослабить Украину у них? Я член правительства, и, конечно, веры моим словам у кого-то может быть не очень, но я вижу ситуацию изнутри, и я уверен в решимости президента защитить территориальную целостность нашего государства. Вот эти красные линии, которые были объявлены, которые произвели эффект взрыва в России, эти линии фактически дезавуируют идеи Путина встроить вот такую раковую опухоль вот в этом виде, да, встроить с этими боевиками, со всеми там без контроля границы в Украину. Они реагировали на это, они даже сначала не верили, что это позиция официальная. Да? Они говорят, подождем, посмотрим и так далее. Это был правильный шаг с нашей стороны? Я не буду комментировать, правильно или неправильно, опять же, потому что это мои коллеги этим занимаются, они принимают решение, что там, как происходит. Я могу сказать только одно, то есть, что для России сейчас очень важно либо встроить, как ты сказал, от оккупированной территории Донецкой и Луганской области в неком действительно суперособом статусе с какими-то экстра правами в Украину, но там ключевое право, которое они хотят, конечно, исторически они это заявляли, да, право, вот так условное право вето, да. Либо, если это не будет получаться, а пока это не получается, то есть усилия будут направлены на то, чтобы вот эта сама тема реинтеграции приводила к как можно большему хаосу, дискуссиям, эмоциям внутри страны, чтобы оно изнутри, сама страна изнутри начала себя уничтожать. И то есть Россия всегда действует так, чтобы оставлять себе как можно больше вариантов для маневра. Сейчас у них есть вот такая история. То есть если не будет проходить история с правом вето, то мы увидим внутри страны много клэшей, много столкновений, эмоций на тему того, что вот сдаете страну, не дадим вам сдать страну, и это все будет разжигаться и подживливаться, я не знаю, как по-русски.